Когда началась война в Абхазии, Зулемат Ашгириева хотела уложить своего младшего 24-летнего сына Аслана в больницу. Молодой человек накануне чем-то отравился, и мама повезла его в больницу, держа в голове, что, может, так сумеет оттянуть его отъезд на войну. И мы пошли в республиканскую больницу. Я стою возле регистрации, говорю им, а женщина спрашивает, а кого вы хотите положить? Я оглянулась, его нет. И вот так он ушел. Ушел в конфедерацию у нас там. Потом через соседа узнала, что он там. Он по своей воле, по своей доброй душе уехал сюда, несмотря ни на какие уговоры. А до этого он готовился, но я не знала, что это так быстро все произойдет. Сама своими руками сшила ему разгрузку. Он мне показывал, я делала. Не знала для чего. И вот он уехал, а второй сын говорит, нам надо вернуть его как-то. Под этим предлогом и он уехал. Время проходило, как Люба говорила, я не хотела, у старшего была жена, сын. Думаю, и один, и другой, как тогда мы одни останемся. Все это дело прошлого, но как бы то ни было, старший сын вернулся. Он до конца был со Сналеевым султаном. Но волей судьбы он вернулся живой. А Аслан остался здесь. И каждый год, когда мы сюда едем, мне кажется, я к нему в гости приезжаю. Аслан Ашгириев погиб на подступах к Сухуму. Его похоронили на родине, в Кабардино-Балкарии. Старший сын Зулемат, Анзор Ашгириев, возвращался в Абхазию и после войны. Участвовал в антитеррористических операциях, был в Кадорском ущелье, Галском районе. Сейчас семья Ашгириевых живет в Кабардино-Балкарии. Я очень горжусь. Во всех начинаниях я их поддерживала. Что бы они не хотели, для меня было это как должное. По-другому не могло быть. Это очень великий день, очень светлый день для вашего народа. Мы как-то сроднились. И я хочу, чтобы такого не повторялось никогда. Ни у одной женщины, чтобы слезы горя не упали на щеки. Дай Бог, чтобы ваши дети росли в мире, в согласии. 28-летний историк Нургали Кануков приехал в 1992 году в Абхазию на очередной молодежный фестиваль. А потом началась война, и молодые кабардинцы решили не возвращаться на родину, а бороться за свободу абхазов. Увы, их боевой путь был совсем коротким. Они не стали уезжать отсюда, они остались. Остались Науржанов, Ибрагим, Кануков, Нургали, это мой брат. И они погибли вот вдвоем на третий день войны. В Мамзышха, в Гаграх, где Мамзыша, у них стоит памятник, где они погибли. Прямо в горах они погибли. Сначала они оказались на стороне грузин, а потом какое-то время считали, что они без вести пропали, а потом нашли их и привезли к нам тело. Сестра добровольца признается, что народ Кабардино-Балкарии, несмотря на мир у себя дома, все 13 месяцев жил в ощущении войны. На нас не падали бомбы и в нас не стреляли. Но так как погибших ребят было немало, во-первых. Во-вторых, сразу почувствовали эту потерю. В-третьих, это все равно очень остро ощущается, когда родные люди погибают, к родным людям пришла беда. Это вы, родные наши люди. И очень остро переживали, очень остро. И я даже не сомневалась, что он это сделает. Потому что, во-первых, мы из Советского Союза, и мы за Родину, мы за своих всегда были.
Надеюсь, сейчас уже таких ребят немало. Но в тот момент вообще не было сомнений, что он останется. Но ожидали, конечно, что он вернется. Месяц и неделю провел в грузинском плену доброволец из Чечни, кавалер ордена Леона Нуриген Алиев. Единственный вопрос, на который он не хочет отвечать, это воспоминания об этом отрезке военной жизни. Он приехал в Абхазию, увидев обращение Владислава Ардзенба. До этого ничего о нашей стране воин не знал. В 1992 году я находился как раз дома, приехал с работы, и по телевизору выступал Ардзенба, ваш первый президент, наш первый президент, можно сказать, и сказал, что грузинские агрессоры беспредельничают, и попросил о помощи. Я, честно сказать, никогда в Абхазии раньше не бывал, даже абхазца даже никогда не встречал. Грузинов-то встречал в армии так, а абхазца не встречал. Ну, как сказать, может, не знаю, или зол сердце, или как. У меня дома была семья, 2 детей маленьких были. Это в Грозном? Да, в Грозном. И я с добровольцами вместе, мы перешли перевал и попали в Абхазию и начали свои боевые действия. Я в составе Басаева Шамиля в группе был. И начали вот до тех пор я воевал, пока в плен не попал. Я был первый прорыв танковый в Ушерах. И этот танк чисто случайно, мне повезло подбить его. И на следующий день, когда мы ехали за трофеем, попали в окружение, нас подбили на машине, попал в плен, раненый, был ранен, контуженный. И после плена, как меня обменяли, долгое время восстанавливался, зализывал свои раны. День Победы Нуриген Алиев встречал дома, в Грозном. Правда, несмотря на 8 ранений, контузию и последствия плена, пытался пробраться в Абхазию. Но в Минводах развернули. Сегодня он называет Абхазию второй родиной. Я Абхазии могу пожелать мирного неба, и чтобы улыбка и счастье не сходило с ваших лиц, абхазского народа. И чтобы, как он говорит, этот кошмар, чтобы больше не вспоминали, но и не забывали только. И чтобы больше этого здесь не было. Чтобы для подрастающей молодежи, хочется сказать, чтобы они поддерживали то, что мы им сделали. Тимур Шарданов приехал в Абхазию, сказав матери, что попробует вернуть кого-то из 3 братьев. Ильяс, Заур и Анзор уехали добровольцами сразу, вместе с султаном Сосналиевым. Я приехал после Гагринской взятия, когда уже Гагру взяли. Я приехал, чтобы отвезти своих братьев домой. Меня мать попросила, говорит, хотя бы привези же и увижу их. Приехал сюда, ну, не поехали они со мной. Я тоже с ними остался. К сожалению, и старший, и средний брат погибли. Младший брат умер в пандемии. Я среди братьев Шардановых один остался, но все равно, приезжая сюда, вспоминается это все, это война. Старший брат в Меркулах погиб. Я не мог его вывезти оттуда. Там целую неделю, ну каждый день же не летали вертолет. Хотели там похоронить, не согласился, все равно привез, отвез, похоронил. Средний брат в Сухуми погиб. Тоже отвез, похоронил. Ну а что сделаешь, это война. Но это нельзя желать народу войны. Но абхазский народ это все прошел. Он уже закален. Сам Тимур воевал в группе героя Абхазии Муаида Шорова. Если я сейчас начну это рассказывать, люди скажут, хвалятся. Наша бригада Муаида Шорова одними из первых зашли в Сухум. Одними из первых взяли Сухум ГЭС. Вот это все мы даже не знали, что День Победы, когда мы шли, мы не останавливались и шли дальше.
А мы узнали День Победы тогда, когда уже обратно пришли в Гудоу, сказали «Победа». Алан Джиоев в 1992 году был главнокомандующий Юго-Осетинской армии. Среди военных он был известен как Парпак. Сестра героя Абхазии и Южной Осетии вспоминает, как ее брат бросился на помощь абхазам и забрал с собой целый батальон молодых бойцов. И вот когда у вас начался конфликт, честно говоря, он, конечно, здесь никогда и не был. Но у него вот домой пришел, говорит, вот такая ситуация уже в Абхазии, и нам надо выдвигаться, потому что сейчас у абхазов проблема, ребят, война, никто не ожидал, что вот такое может быть. Естественно, всегда все ребята не подготовлены к войне особенно. Вот он собирает своих ребят, оружие. Первым сюда, по-моему, насколько я помню, пошел его другой соратник Валерий Хубулов. Они шли через горы 4 суток сюда. Вот, и пробрались уже, вот, когда город был уже охвачен огнем, уже война полностью ушла. Потом за мной идет мой брат со своим отрядом, с батальоном своим. Есть очень много видеосъемок, где они переходят вот через реку Жром, они переходят вот, со своими, сопку брали. Практически вся молодежь тогда ушла с ними. Молодежь. Я даже помню историю, когда их вертолет вылетал, там пацан был, сейчас там взрослый же, 12 лет ему был, он спрятался в вертолете, он спрятался внизу, его обнаружили, когда уже они здесь садились. Потом он добровольно получил сын по кличке, у него была сын полка, и здесь он, да, уже все там. Алан Джиоев вернулся с войны, однако волею судеб ушел из жизни в 1993 году. Его именем названа одна из центральных улиц Цхинвала. В Отечественной войне народы Абхазии участвовали более 2300 добровольцев. Из них 51 человек был удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали за отвагу. В ходе войны погибли более 260 добровольцев. Элеонора Гилаян, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.